то время как мусульмане всего мира праздновали Ураза-Байрам 21 апреля, китайский режим отложил праздник на день. По сообщениям китайских СМИ, Курбан-Байрам, который должен был отмечаться 21 апреля, отметили 22 апреля в Восточном Туркестане. Праздник перенесли намеренно. В то время как все виды религиозной жизни в Восточном Туркестане определялись как экстремизм и незаконная религиозная деятельность, китайские СМИ утверждали, что атеистические китайцы и уйгуры продвигали так называемую гармонию народов, готовя пищу вместе и празднуя Курбан-Байрам. Абдулхаким Идрис, исполнительный директор Центра уйгурских исследований, уже некоторое время проводит различные мероприятия в Малайзии, рассказывая о преступных случаях геноцида, совершенных Китаем против уйгуров в Восточном Туркестане. Абдулхаким Идрис встретился с премьер-министром Малайзии Энвером Ибрагимом во время ифтара, состоявшемся в Куала-Лумпур 19 апреля, и потребовал, чтобы Энвер отдал голос за уйгурских турок, которые находятся под угрозой уничтожения. Во время встречи Идрис вручил премьер-министру уйгурскую доппу и письмо с описанием книги «Кызыл апокалипсис» и гуманитарного кризиса в Восточном Туркестане. Он также подчеркнул серьезность положения народа Восточного Туркестана во время своей краткой встречи. Произведение Муталипа Сайдуллы, одного из важных авторов сегодняшней уйгурской поэзии в диаспоре под названием «Милосердие разлуки», было опубликовано издательством Бенгю. В произведении, переведенном с уйгурского на турецкий Нур Ахметом Курбаном, основные сюжетные линии касаются эмоциональной связи с родиной и близкими людьми, которых автор не мог коснуться. После сообщения от американской разведки Тайвань сделал важное заявление. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сделал заявление, показывающее направление отношений с Китаем. Министр Ву заявил, что война с Китаем может начаться в 2027 году. По данным американской разведки, в 2027 году президент Китая Си Цзиньпинь вторгнется в страну. Оспаривание суверенитета стран бывшего Советского Союза послом Китая в Париже Лю Шайе вызвало реакцию в Украине и странах Балтии. Посол Шайе во время участия в телепрограмме в ответ на вопрос о том, является ли Крым территорией Украины или нет, заявил, что Крым в истории был частью России и был подарен Украине бывшим советским лидером Никитой Хрущевым. Эти бывшие советские социалистические республики не имеют реального статуса в международном праве, потому что нет международного договора, обеспечивающего соблюдение их суверенного статуса, сказал Шайе. Слова китайского посла были встречены реакцией 3 стран Балтии и Украины, входящих в состав бывшего СССР, а также Франции, где он занимает свой пост. Заявление президента Южной Кореи Юн Сок Йоля о Тайване, который находится в конфликте за суверенитет с Китаем, вызвало напряженность в отношениях между двумя странами. На прошлой неделе Юн Сок Йоль заявил агентству Reuters, что эскалация напряженности в Тайваньском проливе связана с попытками Китая изменить статус-кво с помощью силы.